В эфире еженедельная информационно-аналитическая программа «События недели». С вами Елена Лолова. Здравствуйте. Всю неделю граждане Абхазии с тревогой следили за тем, как разворачиваются внутриполитические события. 2 мирных митинга в один день, оппозиционный у драмтеатра и сторонников президента у комплекса правительственных зданий, могли завершиться столкновением сторон. Компромисса удалось добиться только к 3 часам ночи, 16 декабря, после долгих и напряженных переговоров власти и лидеров оппозиции. Политическим оппонентам были предложены ряд государственных постов, а гарантом их исполнения готов выступить парламент. Договоренности планируется закрепить подписанием соглашения об общественно-политической стабильности. Сегодня мы будем говорить о политическом противостоянии, договоренностях и какие шаги нужно предпринять для того, чтобы избежать в дальнейшем конфронтации. Но для начала давайте еще раз вспомним хронологию событий недели. Неделя выдалась особенно напряженной в плане общественно-политической ситуации. Оппозиция в ультимативной форме потребовала президента уйти в отставку. Ожидаемо посыпались заявления политических партий и общественных движений. Обращение к народу сделали Общественная палата, научное сообщество, группы граждан. Предлагались различные варианты решения, способного вывести страну из политического тупика. События недели в хронологии. 12 декабря ветеранская организация АРОА организовала встречу с командирами ряда батальонов и резервных бригад. На встрече обсуждались пути выхода из политического кризиса. За 2 дня до митинга оппозиции 13 декабря политическая партия «Айнар» на 2-м съезде выступила с резолюцией, в которой звучал призыв к руководству страны и лидерам блока оппозиционных сил проявить мудрость, выдержку и не допустить эскалацию напряжения в обществе. Партия также выступила с инициативой создать общественное объединение для преодоления системного внутриполитического кризиса и создания условий для полноценного и стабильного развития государства. Президент Рауль Хаджимба выступил с обращением к народу и призвал всех не поддаваться на провокации, сохранять спокойствие и не поддерживать незаконные действия, от кого бы они ни исходили. Переговоры с лидерами оппозиции, которые активно велись до назначенного митинга, не принесли каких-либо конкретных результатов. Сопредседатель блока оппозиционных сил Аслан Бжаня на брифинге сообщил, что сход – это институт демократии, а люди собираются принять в нем участие для того, чтобы высказать свое отношение к проблемам, которые стоят перед обществом и государством. Бжаня заверил журналистов, что никто никого не призывает к противоправным действиям. На брифинге лидеры оппозиции потребовали от службы госбезопасности представить конкретную информацию о сторонниках оппозиции, которые, по сведениям СГБ, цитата, намерены захватить власть силовым путем и устранить законно избранного президента. Кроме того, ранее была распространена информация службы госбезопасности о том, что 11 декабря сотрудники СГБ нашли в Сухуме схрон оружия и боеприпасов. Накануне митинга прошло экстренное заседание парламента Абхазии, на котором председатель службы государственной безопасности Зураб Маргания предоставил депутатам возможность прослушать записи телефонных разговоров, свидетельствующие о том, что оппозиционеры планируют провокации с поджогами и физическим устранением действующего президента. Аудиозаписи и другие собранные из СГБ материалы были переданы в Генпрокуратуру для расследования. Депутаты бурно обсуждали полученные материалы. Так, Леонид Чамагуа подчеркнул, что оппозиции следовало бы готовиться к парламентским выборам, назначенным на 12 марта 2017 года, а не проводить митинги и сходы. У нас в марте парламентские выборы. Фактически после январских праздников, с конца января у нас стартует предвыборная кампания. Что, мы месяц-полтора подождать не можем? Мы все прекрасно понимаем, что следующее парламентское большинство может, если мы к этому придем, если мы готовы, формировать правительство, фактически контролировать всю экономическую, в том числе и внутриполитическую ситуацию в стране. Понятно, что во внешнеполитической ситуации у нас ориентир не поменяется. Спикер парламента Валерий Бгандва предложил принять протокол о соглашении и призвать народ не поддаваться на провокации. Текст документа готовился практически всю ночь. В полдень следующего дня меморандум подписали лидеры большинства политических партий и общественных организаций. Подписанты обязались, в частности, действовать исключительно в рамках Конституции, проводить митинги и демонстрации в строгом соответствии с действующим законодательством. Между тем, столичные власти не давали разрешения на проведение митингов 15 декабря. Но, несмотря на запрет, с раннего утра сторонники блока
блок оппозиционных сил собрались на площади перед Абхазским государственным драмтеатром, а провластные политические силы вокруг комплекса правительственных зданий. Оппозиционеры требовали отставки главы государства и отправили делегатов с этим требованием к президенту. Переговоры завершились безрезультатно. Добиться компромиссного решения отправить людей по домам удалось к 3 часам ночи. Представителям оппозиции президент предложил должности первого вице-премьера, генпрокурора, 4 членов в новом составе Центра избиркома и 2 судей Конституционного суда. Оппозиции также дадут портфели в качестве заместителей в министерствах и ведомствах. Гарантом реализации соглашения будет парламент. 14 декабря в Абхазии вспоминали погибших в Ладской трагедии. В сбитом грузинскими войсками вертолете, летевшем из блокадного Тхорчала, погибли 85 человек, в том числе 35 детей. Среди жертв трагедии были 8 беременных женщин. По всей стране прошли памятные мероприятия. В городах и селах вспоминали погибших, в учебных заведениях страны прошли классные часы. Ровно в 17:30, в момент падения вертолета и гибели людей, сотни жителей республики почтили память погибших минутой молчания. Те, кто был в тот момент за рулем, сиренами и гудками автомашин. Выборы в парламент пройдут 12 марта 2017 года. Указ об этом подписал президент Рауль Хаджимба. Параллельно парламент Абхазии внес изменения в Конституционный закон о выборах депутатов Народного собрания, который устанавливает новые правила. Так, граждане, имеющие на день голосования не снятую, не погашенную судимость, не смогут баллотироваться в депутаты. Госкомпания Апснаргылара приступила к разработке проекта восстановления берегоукрепительной стены, разрушенной во время сильного шторма в Гагре. Необходимо восстановить около 400 метров укрепительной стены. Из-за разрушения конструкции пострадали водопроводные трубы, а Гагра осталась без воды в течение нескольких дней. Общая сметная стоимость всех работ по подсчетам Апснаргылара составит около 50 миллионов рублей. Министерство экономики Абхазии поддержит экспортеров, национальных производителей, которые выходят на внешние рынки. Соответствующая программа разработана ведомством в целях реализации государственной политики, направленной на развитие экспортного потенциала Абхазии и поддержку экспортно-ориентированных предприятий. Программа рассчитана на 3 года. В Минэкономике рассматривают поддержку экспорта как одну из ключевых задач государственной экономической политики в среднесрочной и долгосрочной перспективе. 38-й раунд женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье завершился безрезультатно. Все стороны, за исключением грузинской, готовы были одобрить проект совместного заявления о приверженности к неприменению силы. Однако из-за неконструктивного подхода грузинской делегации его принятие вновь было сорвано. Такой была уходящая неделя. А сейчас вернемся к главной теме программы – общественно-политической ситуации в стране. В нашей студии член Общественной палаты Сократ Джинджоля. Здравствуйте, Сократ Рачевич. Здравствуйте. Итак, стороны пошли на компромисс. Власть, можно так сказать, о том, что поделилась с вами полномочиями. Всем известно, о чем идет речь, но я, тем не менее, напомню о том, что оппозиции предложена должность генерального прокурора, вице-премьера, ряд должностей в правительстве, места в ЦИКе и в Конституционном суде. Не всех устроили эти итоги, скажем прямо, но тем не менее, можно ли говорить о том, что политический кризис миновал? Ну, о том, что политический кризис вообще миновал, говорить еще, наверное, рановато, но горячая фаза этого кризиса миновала, и слава богу. Решение, которое принято было президентом и оппозицией, совместно они договорились, это хорошее решение, это прекрасный выход из той ситуации, в которой оказались мы, в которой оказалось все общество 15 декабря. И если мы сумеем наилучшим образом воспользоваться результатами вот такого соглашения в будущем, то я думаю, что 15 число можно будет назвать поворотным пунктом в отношениях между оппозицией и властью. Оппозиция, как бы получив места в правительстве, и вот то, что вы перечислили, все, она как бы становится конструктивной оппозицией, она включается в единый процесс вместе с властью. Конечно, оппозиция не оставит борьбу за власть, но все это будет происходить в других рамках. Сама обстановка, сама ситуация, она будет диктовать какие-то иные формы, иные методы борьбы за власть. Там будут присутствовать во власти их люди, которые будут, так сказать, через которых они будут, так сказать, выносить свои предложения,
и свои проекты, свои планы в различных областях, там, где будут их люди в правительстве. Это означает, что они будут как бы вместе с властью служить народу, обществу и государству. Задачи будут стоять общие. И понятно, что они будут вкладывать туда все, что у них есть. Сократ Рачевич, можно ли назвать, что это будет коалиционным правительством? И ваш прогноз, как две противоположные силы, политические силы могут сработаться в правительстве? Конечно, это не, так сказать, не коалиционное правительство. Для создания коалиционного правительства нужны совершенно другие условия. Сегодня мы пока говорим о развитии нашей партийной системы. У нас на сегодня где-то у нас 10 партий. И целый ряд общественно-политических движений различных, которые завтра тоже могут стать партиями. Переход к партии, так сказать, он не затруднен, и люди пользуются этим и включаются в политический процесс. С одной стороны, это хорошо, потому что большее количество людей, и даже молодежь, что отрадно, значит, включается в политическую жизнь страны. Но, с другой стороны, наличие такого большого количества партий вызывает, конечно, некоторые опасения. Они обоснованы. Но, так сказать, для того, чтобы вот это все пришло в порядок, во-первых, нужно какое-то время. Нужно, чтобы какие-то партии, они зарекомендовали себя более, так сказать, среди населения, чтобы они были, так сказать, их программы были привлекательные. Для этого, конечно, нужно время. Сегодня, если взять эти программы, мне кажется, они все вроде бы одинаковые. Может быть, там какие-то... Да. Но я не слышал еще ни от одной партии, которая, стремясь к власти, заявила бы громко, что она намерена делать в этой области, в другой, кроме есть общие разговоры. У Ансахара есть какая-то программа, своя программа, о которой они меньше всего говорят. У нас разговоры идут о власти. Хотелось бы, чтобы была борьба программ. Конечно, борьба программ – это совсем. Вот что касается, значит, тех должностей, которые получила оппозиция, с согласия президента, конечно, вице-премьер – это понятная позиция, места, значит, в министерствах – это тоже понятно. А вот что касается Конституционного суда и генерального прокурора, есть, конечно, здесь какие-то трудности. Что такое генеральный прокурор? Это вершина, как бы, знаете, вершина, значит, правоохранительной системы. Генеральный прокурор, как бы, высшая такая должность. Хоть в Конституции статьи о прокуратуре прописаны в разделе судебной власти, на самом деле прокуратура является особым, так сказать, особой организацией, особой системой, которая выполняет свои полномочия независимо от какой бы то ни было власти. От какой бы то ни было. То есть они надзирают за соблюдением закона сверху донизу, везде и всюду. И эта система вполне самостоятельная. Не зря же, значит, генеральный прокурор наделен полномочиями очень значительными. По Конституции он имеет право законодательной инициативы. Кроме него имеет Верховный суд, не председатель Верховного суда, а Верховный суд, депутаты парламента, президент Республики Абхазия и генеральный прокурор. Не прокуратура. Генеральный прокурор отчитывается только перед парламентом. Да, и генеральный прокурор. Это о чем-то говорит, конечно. Это большое доверие и большая ответственность. Ну и кроме того, он, так сказать, как я уже говорил, осуществляет свои полномочия независимо от кого бы то ни было. Назначение генерального прокурора производится по Конституции следующим образом. Президент выносит предложение в парламент, и парламент назначает этого самого. А отзыв, освобождение тоже производится в таком же порядке. Президент выносит предложение, парламент соглашается либо не соглашается, и принимается это решение, договаривается. Как теперь будет, когда оппозиции как бы эта должность дана? Это не должность сама дана, а право выставления кандидатуры. Если сохранится существующий в Конституции порядок, а я думаю, что больше всего полагаю, что такой порядок сохранится, значит,
вносят предложения оппозиции президенту, и президент дальше. При этом президент не должен же быть механическим передатчиком какого-то. Он, президент, осуществляет свои полномочия конституционные, от них не может отказаться. Вот здесь, чтобы не возникло каких-то в будущем коллизий и конфликтов между оппозицией и президентом снова по поводу назначения того или иного и освобождения, значит, прокурора, представленного, значит, оппозиции, нужно хорошо этот механизм проработать. Для этого, конечно, парламент, который взял на себя роль посредника в этом вопросе, роль гаранта выполнения, значит, этих поручений, конечно, должен хорошо. Это не работа одного дня, я думаю, что это серьезно нужно сделать, потому что вместо благого дела мы можем получить новый источник конфликта. Новый виток напряженности. Да, и это что нежелательно. Дело в том, что, значит, если президент не согласится с какой-то кандидатурой, вот каков механизм разрешения этого спора? Значит, в конце концов, слово президента по действующей Конституции будет последним. Он должен, так сказать, право представления кандидатуры находится за ним, если эта конституционная норма не изменится. Но изменять конституционную норму для того, чтобы, так сказать, вот, решить какой-то конкретный вопрос, конечно, не следует. Конституция, в нее надо очень аккуратно, так сказать, входить и аккуратно вносить какие-то изменения. Это не документ, который, так сказать, подлежит изменению ежедневно. Получается, также нужно тщательно продумать механизмы представления кандидатур на должности Конституционный суд, конечно, он только у нас формируется. Только формируется сейчас Конституционный суд. И если мы его начнем формировать по партийному принципу, мы, конечно, далеко зайдем. Мы не только создадим конфликтную ситуацию, мы ее углубим, очень углубим. И этот конфликт перенесется вообще в саму работу Конституционного суда. Здесь не должно быть никаких партийного принципа формирования от оппозиции, но он не должен представлять какую-то партию. И, так сказать, люди эти совершенно должны быть свободны, члены Конституционного суда. Это как бы высшая инстанция судебная, выше некуда, так сказать. Поэтому они должны быть совершенно свободны от партийных пристрастий. И никто, если даже по предложению оппозиции представить, она не может, так сказать, каким-то образом влиять на их деятельность, не должна влиять. Потому что, будучи избранными в Конституционный суд, они служат только правде, Конституции, закону и больше никому. Никто не может на них влиять. Поэтому, это хорошо, что оппозиция будет представлять, поскольку там есть, наверное, кадры, есть люди, которых, может быть, власть не заметила. И замечательно, что будут советоваться и будут. Но это не значит, что они будут защищать идеи оппозиции и прочее. К сожалению, Абхазия периодически попадает в зону политической турбулентности. У нас периодически вот эти кризисы происходят. Что нужно сделать для того, чтобы в будущем уходить вот от такой конфронтации, от агрессивных методов политической борьбы? Может быть, продумать нужно какой-то формат переговорный, да, площадку какую-то, для того, чтобы именно вот на этой площадке две политические силы, вообще политические силы могли бы между собой разговаривать? Есть площадки. Это вот я представляю Общественную палату. Там, значит, велись уже дискуссии, встречались представители оппозиции и власти. Так что эта работа как-то налажена. Свои услуги предлагал и парламент Республики Абхазия. Это тоже замечательная площадка, где можно, так сказать, обговаривать вещи. Поэтому все предложения. Поэтому недостатка, значит, в этих площадках нет. Другое дело, как они будут работать и какие вопросы будут обсуждаться оппозицией и властью, и какова готовность представителей тех и других конструктивно решить какой-то вопрос, а не просто настоять на своем и, значит, углублять. Опыт показал, что вот, в частности, мой личный, Общественной палаты, показал, что между властью и оппозицией, таких, знаете,
приводящих к каким-то катастрофическим, значит, вещам, нет таких разногласий. Понятно, что оппозиция стремится к власти, она критикует, значит, власть, это ее просто обязанность, но все остальные вопросы, возникающие, можно решить. Просто не надо упускать время. А если взять общество и население, как относится ко всему этому, я думаю, что общество в основной своей массе готово видеть в оппозиции критика власти. Но никак не, так сказать, группу людей, которым сегодня немедленно надо передать власть. Конечно, нет. Все это время, пока вот такое напряжение существовало, вряд ли в республике какой-то созидательный процесс шел. Мы шли буквально по пути разрушения. Слава Богу, что остановились, нашли выход из положения, а теперь надо воспользоваться вот этой полученной возможностью такого мира и продолжить дальше в том же духе процесс, так сказать, совместной деятельности. Хочу поговорить о меморандуме, о понимании, ведь автором этого проекта меморандума являетесь вы. И проект был вами разработан вот не на днях, а раньше, намного раньше, да? Что случилось, почему он был задвинут в ящик, так скажем, на какое-то время? Ну, этот меморандум разрабатывался несколько месяцев. Фактически, так сказать, и власти, и оппозиция выразили пожелание, это после встреч в Общественной палате, значит, выразили пожелание разработать какой-то общий документ, в котором были бы акцентированы, значит, обозначены общий взгляд на какие-то события очень чувствительные и дальше, так сказать, как развивать дальше взаимоотношения власти и оппозиции. Вести ли диалог или что-то. Я, так сказать, поскольку это в Общественной палате было, мне было поручено, я разработал проект, который согласовывал с президентом лично и с оппозицией. Конечно, он видоизменился, поскольку и те, и другие вносили какие-то изменения, это естественно, нормально. И в конце концов удалось выработать взаимоприемлемый документ, который, так сказать, готов был подписать президент и готова была подписать оппозиция. Но произошли какие-то события, которые не связаны с содержанием, как уже Ахра Юрьевич Бжаня говорил о том, что они не связаны с содержанием этого документа, а просто какие-то другие, которые помешали. О них не стоит говорить, просто потому что мы ведь вернемся снова. Этот меморандум, в конце концов, сейчас был принят, конечно, в более спокойной обстановке, если он был принят, если бы он был обсуждался как-то, если бы партии, руководители партий, движений, те, кто подписывал, значит, присутствовали бы за общим столом где-то в одном месте, это бы осветило, значит, телевидение, пресса, так сказать, общественное внимание было бы сфокусировано на тех положениях, которые записаны в этом. Эта польза была бы больше. Но, тем не менее, его подписал президент, его подписал, значит, один из руководителей блока оппозиционных сил, как мне говорят, Аслан Георгиевич Бжаня, подписали руководители партий, различных партий. Он открыт для подписания, и дальше тоже можно. Те, кто не успел в этот день, они могут подписать, наверное, завтра и послезавтра. Это, так сказать, нет. Но мы ведь будем продолжать диалог, мы ведь дальше будем продолжать. И в этом духе этот меморандум, он как бы является началом того диалога, решения тех вопросов, которые выдвигаются оппозицией, властью, вот для совместного решения. Вот нам предстоят большая политическая кампания, предстоит в будущем году. Вот буквально, значит, президент уже назначил выборы в парламент. Вот как мы придем к этим выборам? Как будем выбирать? Ведь мы должны 35 человек выбрать таких замечательных, у нас много людей, очень много. И вот, значит, выбрать таких людей, которые в парламенте могли бы законотворческую деятельность вести. Не просто, так сказать, вот хорошие люди попали в парламент, хорошие специалисты разного рода, но никакого отношения не имеющие к законотворчеству людям трудно. Во-первых, в парламенте какой-то костяк должен оставаться, так сказать. Я не знаю, кто намерен там выставлять свои кандидатуры, кто не намерен.
они должны остаться, потому что какая-то преемственность, какой-то опыт передается. Надо уйти вот от этих, значит, обещаний избирателям создать какие-то блага материальные. Там, значит, конечно, способствовать повышению пенсии они могут способствовать там, своими, я не знаю, постановлениями, изучением состояния бюджета и прочее, прочее. Но напрямую решить какой-то вопрос, эти вопросы парламент не может. Это прерогатива исполнительной власти. И поэтому обещать что-то, отремонтировать дорогу, мост, там, наладить электроснабжение, косвенно, да, но напрямую никакой депутат не может. Просто у него нет на это полномочий. Посмотрите, в Конституции... У нас граждане, кстати, очень часто ошибаются с функциями депутатов парламента. К сожалению, так. Думают, что они обязаны они ожидают от них, дороги. значит, вот, по нашей Конституции депутаты не обладают императивным мандатом. То есть они не отчитываются перед населением, избравшим их. Не отчитываются, не обязаны отчитываться. А нужно вводить этот императивный мандат? Конечно, это было бы хорошо, если вводить императивный мандат, это с правом отзыва депутата, да. Но это влечет за собой очень много вещей, к которым пока, может быть, мы не готовы. В советское время все это было, но у нас поменялось. Мы разделение властей произвели, значит, на законодательную, исполнительную, судебную. Когда все эти ветви власти были в одном, так сказать, Верховном Совете, тогда и решение вопросов было легче, потому что те наказы, которые давали избирателям, избиратели давали во время избирательной кампании, давали кандидату в депутаты, он обязан был потом их выполнять. То есть он ведь и сам законодатель, и сам исполнитель был. Сегодня ситуация другая. Законодатели отделены от исполнителей. Исполнители, у них своя задача, они свою задачу выполняют. Все работы планируются. У нас деньги, ведь они рассчитаны на что-то, на эту улицу, на другую, на третью. Невозможно сегодня взять и незапланированное произвести, тем более учитывая состояние нашей экономики, состояние наших доходов, которые, так сказать, едва хватает на самые важные, значит, это, вот. Может быть, в законодательстве тоже что-то нужно будет менять. Вот, кстати, я хотела бы поговорить, Сократ Рачевич. В последнее время очень много говорится о необходимости структурных изменений, о изменении системы формирования правительства, об изменении закона о выборах депутатов, о перераспределении полномочий между президентом и парламентом. Вообще, какие, на ваш взгляд, назрели вот самые острые преобразования, необходимость самых острых преобразований? Есть, конечно, разумные предложения, очень много разумных предложений. Вообще надо рассматривать все, потому что в каждом предложении может найтись рациональное зерно. Это сходу отвергать ничего не стоит. И вот правы, конечно, совершенно те, это на поверхности лежит, которые говорят о каком-то перераспределении полномочий с учетом того, что, предположим, премьер-министр будет назначаться, так сказать, с согласия парламента. Не парламентом, а с согласия парламента. Президент, значит, вносит предложение, парламент дает согласие, он его и утверждает, назначает на эту должность. Так сказать. И эта система, так сказать, вот, она уравновешивания, она должна... Сегодня фигура премьер-министра в Абхазии, она такая, если, извиняюсь, это не относится к нашей ситуации, но плохой сон приснился президенту, он утром может своим указом его освободить и другого назначить, и никто знать не будет. У нас был случай, когда один премьер-министр был освобожден, уже все знали вокруг, а он не знал, что он освобожден, так сказать. Поэтому, конечно, защита какая-то премьер-министра, фигуры премьер-министра с приданием ему большей ответственности, это, конечно, очень разумное предложение. Очень разумное предложение вносится в связи с этим, предположим, право распуска дать президенту, распуска парламента. Президент не имеет права распуска. В отношении президента парламент может возбудить импичмент, так сказать, от решения его от власти, а президент, так сказать, в отношении депутатов не может принять каких-либо мер, ну, распуск парламента и прочее. Поэтому вот кризисные ситуации у нас пока они, если между парламентом и президентом создастся какой-то кризис, механизма его разрешения сегодня нет. Поэтому, конечно, это очень важно, это назрело.
Ну, структурные какие-то изменения, вы знаете, они всегда происходят. Создаются какие-то структуры, потом выясняется, что они совершенно излишние, потом их упраздняют, потом снова какие-то создают. Это при всех властях, так сказать, и нынешние, и прошлые, и тогда все это создавалось. Ну, таким опытным путем все познается, нужно это или не нужно. Более серьезные какие-то изменения вносить, связанные с изменением Конституции, надо очень аккуратно. В общем, разговор шел, иногда идет и о полномочиях парламента, что, значит, их у него недостаточно, у парламента. Если прочитать в Конституции, то очень много. Они могут через, так сказать, исполнительные власти, так сказать, и помочь, и, значит, каким-то образом способствовать улучшению деятельности через бюджет. Вот, рассмотрение бюджета, исполнение бюджета, каким образом, значит, он осуществляется. Ну, другое дело, как это делается. А на самом деле это полномочия есть. И во всех других вопросах. Они могут провести свое решение, свой, предположим, какой-то закон, так сказать, если президент не подпишет, ну, это всем известно, они могут вернуться к этому вопросу и повторно рассмотреть, большинством принять, президент обязан будет, так сказать, подписать, либо даже если не подпишет, он вступает в силу как закон. То есть власть есть. Власть есть. То есть у парламента достаточно? Да, достаточно власти, но я повторяю еще раз, если вопрос премьер-министра, так сказать, будет передан на совместное такое, значит, рассмотрение, это будет еще лучше, это будет прекрасно. И чем больше будет полномочий у коллегиального органа, конечно, лучше. Это никто не спорит. А как вы относитесь к президентско-парламентской форме правления? Периодически тоже звучат. Вот да, звучат, конечно. Я думаю, рановато нам об этом говорить. Я придерживаюсь все-таки президентской формы правления с распределением, уравновешиванием вот этих полномочий. Мы находимся на таком этапе развития, становления фактически, когда у нас в разных районах разное положение. У нас очень трудное положение и в Гальском районе, и в других местах, так сказать, в разном смысле, и в политическом, и во всех других. Поэтому нам, так сказать, вот сейчас вносить такую форму политика, такая президентско-парламентскую республику вводить, мы к этому не готовы. Если, например, для этого должны работать очень развитые партии, должны быть, очень развитые, должны иметь свои... Мы к этому должны стремиться. Вот будущие выборы, они покажут. Во-первых, потихоньку нужно переходить. Часть, я согласен с теми, кто говорит о том, что часть депутатских мандатов должна быть отдана партийной системе выборов. Согласен. Это просто будет замечательно. Часть будет выбираться по партийной системе, а часть, значит, вот персонально люди будут идти, как сейчас. То есть вот по ныне действующей системе. Мы, во-первых, посмотрим результаты, увидим, так сказать, почувствуем. Ну и дальше постепенно можно будет переходить. Поскольку мы видим, что мы сами спотыкаемся и на своих ошибках не учимся. Вот такие вещи, которые произошли 15-го, происходили раньше. Вот мы в этом меморандуме как раз отметили, что вот такие вещи повторять нельзя. И люди подписались под этим, подписываются, признают, что это нельзя делать. Это опасно для нашего государства, весьма опасно. Мы не представляем, значит, миллионный народ и прочее. Нас очень мало. И мы должны быть сплочены, мы должны быть как-то одной идеей, значит, вокруг, все наши споры должны идти вокруг того, как сделать наше государство совершеннее, как, так сказать, улучшить нашу экономику, добиваться лучших результатов, чем то, что есть сегодня. А борьба за власть, просто за власть борьба, она уводит совсем в другую сторону. Я не говорю, что сейчас она идет так просто за власть, но если мы будем продолжать в том же духе, мы к этому можем прийти. И это очень опасно. В завершении нашего разговора хотелось бы действительно отметить, что весной назначены выборы в парламент, вы упомянули уже об этом, чтобы весь пыл политической борьбы сместился именно вот на агитацию, да, в ходе предвыборной кампании, чтобы
кандидаты в депутаты предлагали свои программы, или партии предлагали свои программы, чтобы борьба была программ, а не, не предлагались такие агрессивные методы политической борьбы, как мы наблюдаем в последнее время? Конечно, я согласен, это совершенно правильно. Конечно, люди должны показать, так сказать, свое, извиняюсь, нутро свое, свои соображения, свои предложения, с чем они придут туда. Тогда, конечно, избирателю будет легче сделать выбор. Кстати, и телевидение должно способствовать этому. Здесь будут встречи, у вас проходить встречи с кандидатами в депутаты, прямые эфиры будут, вопросы будут задавать. И, так сказать, надо соответствующим образом быть готовым к такому очень важному разговору, потому что от того, что с экрана звучит телевизора, люди делают вывод. Поэтому, так сказать, нужно сделать все для того, чтобы все в соответствии с законом, все соответствовало Конституции. Вот тогда не будет у нас обмана, не будет такого лукавства, значит, будет легче сделать выбор. Сократ Радчич, спасибо вам за беседу, спасибо, что пришли, ответили на вопросы. Пожалуйста. До свидания. Всего доброго. Уважаемые телезрители, я напоминаю, в студии был член Общественной палаты Сократ Джинджолия. Это все, о чем мы хотели вам рассказать. Спасибо, что смотрели нас. До свидания.